حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق. Сегодня идет третий день митинга общественных сил Ингушетии. Я хотел бы сказать, напомнить, что мы, представители Совета Тайпу, неоднократно обращались в разные ведомства, парламент, другие учреждения, поднимали вопросы. Точно так же, как и мы поднимали вопросы, злободневные вопросы и другие общественные организации республики. Но эта власть с мнением ни одной из этих организаций, в том числе и представительного форума нашего Совета Тайпу, не считала нужным и не собиралась. После того, как мы поняли, что у нас никакого диалога не получается в связи с тем, что они на этот диалог идти не готовы, но при этом умудряются садиться на телевидении и заявлять о том, что они готовы к диалогу, мы начали подавать уведомления на митинг. Мы уже их где-то 6-7 подали. Каждый раз нам под надуманными предлогами отказывали. Последние 2 раза по нашему заявлению прокурор республики Васильченко им делал несколько раз предостережение о недопустимости подобного поведения и о том, что они наказали представителей правительства, которые отказывают, не имея на это права. Один раз мы подали в суд. Суд тоже обвинил правительство, сказал, что они не имели права на это. После этого мы подали 2 раза заявление, нам обратно отказали. Почему я вам об этом говорю сегодня? Мы поняли, что сколько бы мы можем 115 раз подавать уведомления согласно законодательству, но нам 115 раз бесцеремонно, просто нагло откажут. Поэтому никакой необходимости подавать заявки или уведомления, как его называют, не было. Мы знали, что никакого толка от этого не будет, и вышли. И нисколько не раскаиваемся в том, что вышли. Я почему все это говорю? Если бы, как положено по закону, эта власть в соответствии с законодательством выполняла свои обязательности, дело бы до этого сегодня не дошло. Последний момент. Не Совет Тайпу, а эти молодежные организации, которые начали вот эту борьбу, начали со станицы Сужинской, продолжили ее вот здесь, в Агасе. Я их могу сегодня назвать. Это Муса Марсагов, Ахмед Костоев, Ибрагим Даскиев и Барах Чамурзи, ну и другие. Муса Албагачи, Сараждин Султигов. Во главе со своим старейшином Ахмедом Барахоевым они начали к их чести. И мы поняли, что они проводят через определенное время, и решили их поддержать полностью поддержать этих людей, которые много моложе нас, но при этом сегодня на правильном пути. Обращение о том, что мы выходим на митинг, сделал Совет Тайпу ингушского народа. Вышеуказанные организации, их представители Муса Марсагов и Ахмед Костоев от лица этих всех общественных организаций, от лица форума выразил нам поддержку, и мы совместными усилиями организовали вот этот митинг. Большому удовольствию ингушского народа. У нас одна проблема будет. У нас один вопрос. Находить общий язык и удерживать ситуацию под контролем, потому что это не наше мужество. Мы не против того, чтобы устанавливали границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Более того, мы давно говорим, что давно назрела необходимость установления этой границы как с Чеченской Республикой, так и с Осетией.
Но до сих пор власти ни под каким предлогом этот вопрос поднимать не хотели. А сейчас тайно, закулисно, без никакого соглашения с народом, без никакого информированного народа, тайно меняет границы. Хотя в соответствии с Конституцией Республики Ингушетия они такого права не имеют. Хотя законом о референдуме Республики Ингушетии они в обязательном порядке должны были провести референдум или общественное слушание. Все эти законы, пункты Конституции, нарушение этого пункта нагло, бесцеремонно оказывают давление на депутатов. Господин Евкуров протолкнул это соглашение. Более того, он сумел через своих лиц сфальсифицировать голосование в парламенте. Депутаты после того, как прошло голосование, пришли на митинг и открыто заявили, что вот мы, я, такой-то, 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 мы все проголосовали против этого постановления. Счетная комиссия потом заявила совершенно обратно. 15 человек на сегодняшний день заявило об этом. Более того, эти люди составили заявление, подали его в прокуратуру. И прокуратура сегодня, как нам вчера заявил прокурор республики Васильченко, передал это дело в Следственный комитет. И Следственный комитет сейчас будет разбираться со всеми этими депутатами и выяснять, как на самом деле обстояло дело. Наши требования сегодня. Первое. Провести независимое заседание повторное парламента Республики Ингушетии без присутствия главы республики, с участием информационных средств республики, представителей общественности и открытым голосованием повторно проголосовать этот закон. Пусть принимает закон, но чтобы народ знал, кто и за что голосовал. Это наше непременное условие. И участники митинга твердое решение, ни под каким предлогом, пока этот вопрос не будет решен, не расходиться. Второе наше требование, которое в первый день не звучало, начало звучать только со вчерашнего дня и с каждым днем усиливается в связи с тем, что он себя ведет, глава, не совсем адекватно. Сегодня он дал поручение, и здесь закрыли все кафе и все магазины, чтобы люди не могли обеспечить себе питанием. Вот на такие мелкие ухудшения идет местная власть. Он все больше и больше настраивает против себя людей. Поэтому второе наше требует отставка главы республики. Человек, который ведет себя со своим народом так бесчестно и так бесцеремонно, не имеет права занимать такой пост. Ингушский народ не намерен ему больше позволять вести себя так. Пусть продолжает свою работу в другом месте, но этой республике он уже больше никаким авторитетом не пользуется. Это явно видно от того количества людей, которые здесь вчера присутствовали. Десятки тысяч, 30-40 тысяч, не могу точно сказать. Поэтому требования остаются прежними. Мы работаем плотно, прислушиваясь мнение представителя федерального центра, который здесь присутствует. Это замминистра внутренних дел, генерал-лейтенант, фамилию я его забыл. Там же присутствует и министр внутренних дел наш, и представитель федерального центра Северо-Кавказского Ашноков. У нас вчера были долгие переговоры, в результате которых мы пришли к приемлемому для обоих сторон соглашению. Мы прислушались к тем требованиям, которые они нам предъявили. Они с пониманием отнеслись к нашим просьбам, и поэтому у нас складывается впечатление, что эти несколько дней пройдут довольно спокойно, должны пройти в любом случае, довольно спокойной обстановке. С понедельника, по логике вещей, если не будет никаких провокаций, парламент должен собраться по-новому и отменить принятые им под давлением сфальсифицированные решения. Как только это решение ими будет принято, митинг примет решение
Расходиться им или не расходиться. Удовлетворены они этим нет.